Якимова Адина, я из города Алматы, учусь в Казахстанской национальной академии искусств имени Жугенова на режиссера игрового кино. И сегодня я хотела бы вам представить свой документальный фильм, который называется «Мастер в перевоплощении». Он посвящен такому современному виду искусства, как косплей, то есть это когда люди абсолютно с нуля создают кинообразы, образы персонажей из каких-то мультфильмов, аниме, сериалов, компьютерных игр и так далее. То есть они делают это все своими руками. Не думаю, что нужно еще что-то говорить. Хочется только пожелать вам приятного просмотра. Я просто наркоман на самом деле, я не могу остановиться. В детстве я мечтала стать ученым, потому что я все время что-то изобретала, мастерила, находила какие-то железяки, проволоку, пыталась из них что-то собрать. Всякие такие мелкие изобретения. Вот. И думала, что я этим буду заниматься. До того, как я занялась косплеем, я была очень забитым, зажатым ребенком, который практически ни с кем не общался, никуда не выходил. Я играла в компьютерные игры, общалась с людьми по интернету. Было интересно, как это так, что можно где-то там в компьютере ходить по другим каким-то мирам, какие-то сюжеты, самому их переживать, то есть принимать участие и влиять на сюжет самостоятельно, играть за какого-то героя. Вообще косплей, он объединяет в себе, получается, несколько направлений всяких. То есть это handmade, театральное искусство, постановка. Нужно научиться записывать звук, делать сценарии, быть режиссером сценок своих. Это хобби помогло мне обрести уверенность в себе, открыть какие-то таланты, о которых я не знала. Я не знала, что я умею что-то вот так вот делать руками. Я не знала, что я вообще что-либо умею. Но оказалось, что в любом человеке может быть скрыта огромная куча талантов, и ты можешь сам не подозревать об этом. И тебе просто нужен какой-то толчок, какой-то момент вот такой вот, который тебя откроет. Сейчас я делаю костюм Леоны из Лиги Легенд. Это персонаж, связанный с Солнцем. Это аспект Солнца с горы Таргон. Это сейчас вам ничего не скажет, но, в общем, он полностью золотой, с некоторыми серебристыми деталями. Он очень тяжелый. В нем огромный щит, меч и броня. Я делаю его уже 3-й год, по-моему, потому что он все время как-то обламывался, что-то не получалось, что-то ломалось, что-то вообще не шло. Косплей привел меня в сообщество очень классных, интересных людей. Я познакомилась с кучей просто прекрасных личностей. Поначалу мама была против. Она пришла на мой первый фестиваль, который был в 2009 году. Она увидела эту толпу людей непонятных. Она подумала, что эти люди очень странные, что я попала в плохую компанию. Отговаривала меня этим заниматься. Да, она увидела, как я раскрываюсь, как я открываю в себе какие-то таланты. Она начала меня поддерживать. И оказалось, что эти странные люди вполне нормальные. Вот, просто они творческие люди, которые открытые такие, они не поддаются каким-то шаблонам, они выглядят так, как они хотят, они творят то, что им интересно. И наоборот, это люди, которые свободны от рамок. И, допустим, кому-то просто интересно
Он не то чтобы надевает маску, притворяется, он хочет почувствовать себя супергероем, допустим, или там какой-то, не знаю, суперзвездой, красивым, каким-то сильным, еще кем-то. То есть, скорее всего, это что-то, остатки чего-то из детства, когда мы играли в супергероев, когда мы хотели стать кем-то из них. Пожалуй, да, это часть жизни, которая скрашивает ее, интересная такая маленькая сказка в серых буднях. Были периоды, когда я думала, что нужно сделать перерыв и либо отказаться вообще от косплея. Но в основном это были ситуации, связанные с людьми, когда, допустим, мне кто-то писал и говорил, что «да ты достала уже побеждать, дай дорогу молодым». И я как-то просто замкнулась от этого и решила отойти. То есть не делать особо так костюмов таких каких-то, не светиться. Себе 10-летней давности я бы сказала, не закапывать себя, не скрывать, не делать все это в полку, не делать вот такие вот сложные вещи, не класть их просто в шкаф, выступив 2 минуты. И я бы сказала себе, не сдерживайся, показывай это все, давай. Может быть, оно привело бы тебя куда-то дальше, чем сейчас. Может быть, ты бы стала таким же крутым косплеером, как те, на кого равнялась. Поняв это сейчас, я могу сейчас себе это сказать и начать делать все в полную силу, надеюсь. И вспоминать все эти 10 лет, которые я могла бы это делать на полную катушку, но не стала. Избранное солнцем. Аплодисменты! Вернулось какое-то ощущение своего места, что ли, что я пришла в свою стезю, в свое русло. Мне было приятно снова выйти на сцену, снова показать свой костюм, снова видеть вот эти вот лица, которые к тебе подбегают, такие: «Ты же вон тот! Да, я с тобой сфотографируюсь, я обожаю этого персонажа!» И вот это тоже кайф, когда персонажи узнают, когда этого персонажа любят, ты почему-то ощущаешь, что это любят тебя. Не прям так вот, а
Как тут оно все равно передается, что ты его воплотил, и ты радуешься от того, что ты радуешь другого человека, что он очень рад видеть тебя. Гринхолд! Лучший брат! Знаете, когда у вас спросят, например, почему ты маешься вот этой вот фигней, это все детский сад, например, там, это все не важно, можно ответить им, это временно. Они спросят у вас, то есть вот это вот все твое хобби временно? Но можно им ответить, нет, мы здесь временно, наша жизнь здесь временна, и поэтому нужно открыть свою душу, то, что она хочет сделать, пока у нас есть время, пока мы здесь.